Работы башкирских кинематографистов показали в Челябинске. Подробнее о кинофестивале смотрите далее. Любители и профессионалы киноискусства съехались на Южный Урал на фестиваль «Человечное кино», ставший крупнейшей конкурсной и образовательной площадкой. Открыли питчинг короткометражные проекты. Первым показала свой проект под названием «Таш», в переводе с башкирского «Камень», челябинка Фирюза Федосова. Она представила на суд жюри драму о башкирской писательнице в творческом кризисе, которая сбегает в глухую деревню для возвращения веры в себя. Фирюза живет в Челябинске, но родилась и выросла в городе Учалы Республики Башкортостан. Фильм на башкирском языке. Я до этого сняла 2 фильма на русском языке, но сейчас у меня такое желание появилось, хочется мне вот свое что-то вложить и культуру свою передать в этом фильме, какое-то свое внутреннее состояние. На защиту сценариев прибыли и молодые кинематографисты из Башкортостана. Еще одна драма участника Евгения Магадеева «Апология дебила» из Уфы посвящена аутичному мальчику с талантом поэта, которого ложно обвиняют в краже, и на его защиту встает учитель. Приехал сюда с «Апологией дебила», в это воскресенье на башкирском питчинге защищаю другую работу. «Истинный мастер» она будет называться. Тоже короткометражка. Режиссер Динара Абрашитова и сценарист Алина Нигматуллина из Уфы представили проект «Гильза». Маленькую деревенскую школу обязали организовать хоккейную команду. Дети не хотят участвовать, ведь тренером назначили физручку Фильзу Ахметовну по прозвищу Гильза, которую все в школе боятся. Мы хотели сказать о том, что не надо забывать о детях, которые живут в этих маленьких деревеньках. Мы хотим, чтобы о них помнили, чтобы их спонсировали, чтобы им помогали. Потому что жизнь маленькой деревни, особенно где нет работы, очень тяжелая, а дети там есть. Да, конечно, уезжают люди с этих деревень, но кто остается, им надо давать надежду на будущее, на хорошее будущее. Мокюментари проект Натальи Калинкиной из Челябинска «Виртуальная реальность». Женщина знакомится с мужчинами в интернете. Сайт предлагает игру «Свидание вслепую», и приключения героини начинаются. Я хотела сказать своим зрителям и своим зрительницам то, что не бойтесь искать свое счастье, ищите свое счастье везде и всегда. Если женщина ищет счастье, в этом ничего плохого нет. Это так должно быть, это промысел Божий. По итогам совещания жюри лауреатом питчинга фестиваля «Человечное кино-2019» стал проект «Гильза» Динары Абрашитовой и Алины Нигматуллиной. Авторы получат редакторскую поддержку преподавателя Московской школы кино Анны Смольниковой и техническую поддержку Canon, аренду оборудования для съемки рекламного тизера. Специальные призы, аренду оборудования от компании CVF получили «Виртуальная реальность» Натальи Калинкиной и «Таш» Фирюзы Федосовой.